свое время немецкий философ Карл Ясперс ввел понятие осевого времени. Это огромный период в истории человечества. В этом осевом времени для нас, абхазов, в качестве ключевого события можно выделить Отечественную войну 92-93 годов, о чем пишет и политолог Сергей Маркедонов. Прошло больше четверти века. Как нам удается обосновать свою историческую значимость в этом непредсказуемо меняющемся глобальном мире? В условиях перманентно утяжеляющейся внутренней ситуации, что происходит в нашей внешней политике? Тема большая. Предвижу цикл телевизионного обсуждения. Остановимся сегодня на текущей ситуации и приоритетах внешней политики Абхазии. Поговорим о них в Аргаме, в которой актуальные вопросы нашей жизни и нашего развития обсуждаются без цензуры. Здравствуйте. Мои гости: Сергей Миронович Шамба, секретарь Совета Безопасности; Ираклий Тужба, заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия; Лейла Таня, аналитик; Астамур Логуа, депутат, председатель комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Исходя из того, что мы читаем, слышим, хочется спросить: мы – это мы? Или яблоко раздора между Россией и Грузией? Какая идеологема сильнее в информационном пространстве? А если быть проще, о текущей ситуации во внешней политике Абхазии? Но если говорить о том, в каком месте мы находимся, то для нас осевое время – это, я думаю, не то, как определил это уважаемый мной Маркедонов. Мы все-таки не на периферии находимся, где для нас отдельно какая-то ось существует. Для нас, как и для всего мира, осевым временем является вот этот период переустройства мировой системы, который мы сейчас переживаем. Это после распада биполярной системы начала формироваться однополярная система, потом она недолго пока еще существует, но уже тоже происходят процессы, которые, скорее всего, закончатся тем, что будет не один полюс. То есть сейчас мы живем в эпоху перемен. Я как-то приводил здесь две известные точки зрения по этому вопросу. Одна китайская, мудрость китайская гласит: не дай вам Бог жить в эпоху перемен. И российскую точку зрения, которую известный русский поэт Тютчев выразил: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Так что мы посетили этот мир как раз вот в этот период, когда происходит переустройство мировой системы. Это всегда процесс, связанный с конфликтами, он приводил к мировым войнам. Поэтому и сейчас многие говорят о возможности Третьей мировой войны. Такой вопрос тоже не снимается с повестки дня. Поэтому нам надо знать, мы находимся, и когда я сказал, что мы не на периферии находимся, мы находимся на стыке двух цивилизаций. И здесь всегда происходили сложные процессы, они и сегодня происходят. Наша проблема не в том, что мы там между Грузией и Россией оказались. Проблема сегодняшнего мира в том, кто на какой стороне в борьбе вот этих мировых гигантов за переустройство мировой системы, которые борются. Вот. Ну, основные игроки – это Россия, США, Китай, мы же это видим. Вот. Ну, Грузия выбрала свой путь, она встала на сторону Соединенных Штатов Америки. Мы выбрали свой путь, мы встали на сторону Российской Федерации. Мы считаем, что это более позиция оправданная всей нашей историей и нашим географическим положением, нашими национальными интересами. И мы последовательно следуем этой линии в нашей внешней политике. Ну, вот такой хотел бы задать я тон для разговора. Да, вы поддержите такую линию? Да, безусловно.
Ну, переходим, наверное, вот все-таки к анализу текущей ситуации, если даже не в деталях, а можно и в некоторых деталях тоже. Сейчас как складывается ситуация внешнеполитическая вокруг Абхазии, в связи с Абхазией, конечно? На самом деле, если говорить о глобальных процессах мироустройства современного и о том, какое место, какую роль занимает Абхазия в этих процессах, то я бы хотел продолжить мысль Сергея Мироновича относительно того, что действительно не так давно у нас существовала биполярная система мироустройства, которая прекратила свое существование после того, как распался Советский Союз. На протяжении последних 30 лет существовал такой один, скажем так, полюс, центр силы. Эту роль взяли на себя Соединенные Штаты, как принято называть, международный жандарм такой. Но сейчас мы видим, что активно идут процессы по перестраиванию этой системы. Сейчас уже можно сказать, что появились новые полюсы силы. Это Россия прежде всего, это Китай. Здесь нельзя исключать Индию. Это одна из таких крупных мировых экономик. Но все-таки, если говорить о политической конкуренции, о военно-политической конкуренции, то, безусловно, ведущую роль здесь продолжают играть Соединенные Штаты и Россия. Если в этом контексте смотреть на Китай и ту же Индию, то Китай занимает, как мне кажется, больше выжидательную некую позицию. Китай сейчас наращивает свой экономический потенциал, свои финансовые возможности. Но если говорить о военно-политических аспектах, то здесь все-таки безусловными лидерами остаются Россия и Соединенные Штаты. Я хочу напомнить, что в ближайшее время в Женеве состоится встреча двух лидеров, на которой, как всем нам хочется верить, будут обсуждены некие новые очертания, возможно, этого нового мироустройства. Пока что нам сложно об этом судить. Я думаю, мы сможем сделать какие-то выводы после того, как эта встреча пройдет, и пройдет какое-то время. Выводы можно будет делать после этого. Но, возвращаясь к этой теме, хочу сказать, что процесс формирования нового мироустройства, он происходит, он продолжается. К чему все это приведет, сложно прогнозировать. Что касается Абхазии, то мы свой путь выбрали. Вы знаете, что наш стратегический союзник, как говорит Сергей Миронович, не партнер, а именно союзник, потому что это более высокий статус наших взаимоотношений, подчеркивает более высокий статус наших взаимоотношений. Наш стратегический союзник – это Российская Федерация, соответственно, мы действуем в фарватере российской политики, естественно, не забывая о своих собственных национальных интересах. Но не означает ли это, что мы от остального международного сообщества изолируемся? На самом деле, противоречит это? Дело в том, что мы не изолируемся от международного сообщества. К сожалению, так происходит, что мы в том числе оказались заложниками этой глобальной борьбы. И на самом деле само международное сообщество очень серьезно ограничивает нас в своих правах, в наших возможностях. Хочу напомнить, что на сегодняшний день нас не допускают ни на одну международную площадку, мы не участвуем ни в одном международном формате, за исключением женевских дискуссий. Можем в продолжении более подробно поговорить об этих дискуссиях. Но в этом смысле я бы хотел сказать, что все-таки здесь, мне кажется, больше вина так называемого международного сообщества в том, что Абхазия не представлена. И в частности, в первую очередь, это, скажем так, заслуга в кавычках Соединенных Штатов и их западных партнеров. Спасибо большое, пожалуйста. В принципе, с коллегами, конечно, во всем согласна, со всеми оценками. На самом деле, очень сложный внешний контекст. Вот сейчас мы видим, как идет обострение борьбы за влияние крупных глобальных игроков. И, как всегда, малые государства, малые народы, они оказываются, так сказать, в этом пересечении их интересов, их борьбы. И здесь очень важно, конечно, для малых государств, таких как Абхазия, выработать адекватную стратегию. Абсолютно согласна с Сергеем Мироновичем, что этот ключевой выбор, который отличался от выбора Грузии,
в геополитическом плане, ставка на стратегическое партнерство с Россией, она дала результат, безусловно. И Абхазия получила признание. Я считаю, что это грандиозное достижение. Все-таки за 15 лет многие народы, гораздо более крупные, чем абхазы, они ведут веками, Но десятилетиями тем не менее борьбу. признание остается главной темой вообще, наверное, всей нашей внешней политики, или я ошибаюсь? Вы знаете как? Вот сейчас я как раз хочу сказать о том, что можно говорить о сложном контексте, можно говорить о наших достижениях, которые были достигнуты в 2008 году, но в то же время мы должны понимать и те угрозы, которые сегодня стоят перед нами, и в то же время мы должны оценить и то время возможности, которое вот я лично оцениваю как время возможности, которое для нас наступило с 2008 года. Но вот поскольку мы здесь собрались, я думаю, не для дебатов таких политических, а просто чтобы поговорить о том, какую стратегию выбрать Абхазию, какие наиболее оптимальные сценарии мы можем для себя рассматривать. Конечно, не впадая в гигантоманию, мы не можем ориентироваться на те, так сказать, стратегии, которые применяют глобальные игроки, и рассчитывать на то влияние, которым обладают глобальные игроки. Но не впадая в гигантоманию, тем не менее мы должны понимать, что и малые государства имеют свой ресурс влияния, по крайней мере, на ту ситуацию в том регионе, в котором мы находимся. И вот я хочу упомянуть, многие, наверное, читали недавние комментарии Кедми, ну, известный аналитик. Очень много сейчас, да, очень много сейчас комментариев делают и российские аналитики, и грузинские аналитики, и западные аналитики. И в этом потоке комментариев, конечно, мы должны увидеть для себя угрожающие для нас тренды и в то же время тренды, которые показывают нам линию развития. Вот обращая внимание на комментарий Кедми, где его конкретно спросили об Абхазии. Кстати, этот комментарий очень многих в Абхазии, в общем-то, разозлил, если говорить честно. Вот. А некоторые увидели в этом комментарии объективную оценку. И вот он сказал о том, что малые государства могут выжить. Это очень сложно, но они могут выжить. В том случае, если их независимость и их вообще международная субъектность будет нужна кому-то из крупных игроков помимо них. То есть вот этот тезис о геополитической целесообразности существования Абхазии как независимого государства, помимо всех наших аргументов, связанных с исторической справедливостью, с международно-правовой аргументацией, вот этот тезис становится очень важным. А сегодня я хочу сказать, что в 2008 году мы как раз и реализовали вот этот вот ресурс геополитической целесообразности, по крайней мере, для одного игрока, для России. Сегодня на повестку вышел еще второй вопрос. Это геоэкономическая целесообразность существования Абхазии в регионе. Мы не замахиваемся на глобальные войны, на глобальные какие-то такие сложные процессы. Наш регион, вот Черноморско-Кавказский регион. И вот здесь мы имеем все возможности, чтобы выстроить адекватную стратегию и подчеркнуть целесообразность и военно-стратегическую, и геополитическую, и геоэкономическую Абхазии как независимого государства. Спасибо. Пожалуйста, Основной. Я буду, наверное, очень краток, так как абсолютно со всем вышесказанным, безусловно, согласен. Это и есть то, что сегодня у нас, то, что мы имеем. Ну, еще раз подчеркну, конечно, вот встречу, которую ожидает весь мир, да, в конце июня, которая должна состояться. Хотя есть часть политологов, которые от нее абсолютно ничего не ждут и думают, что позиции будут, опять же, совершенно разные, никаких сближений, никаких решений крупных глобальных вопросов не будет. Более того, вот сегодня подписан закон, да, который запрещает, ну, то есть денонсирован договор о свободном небе. И это очень, скажем так, напряженная ситуация, безусловно, на нас тоже сталкивается. Но, наверное, в ходе нашей беседы сегодня мы будем и региональные вещи обсуждать, и, значит, проекты, которые, к моему удивлению, если честно,
годами поднимаются очень на высокий уровень, а потом забываются. Это вот про евразийский путь развития, союзные какие-то вопросы государств, да, бывших, нынешних постсоветских государств. А так в целом очень напряженная, конечно, в мире ситуация. А Абхазия, как маленькая территория, которая, безусловно, в таком регионе находится, и тем более с такими соседями, исторически у нас всегда, нам надо быть всегда начеку и быть очень аккуратными в своих действиях, скажем так, в планах, которые мы собираемся реализовывать. Вот я бы так, если очень коротко, вступил бы в ваш диалог. До сих пор для нас главной темой остается признание независимости Абхазии международным сообществом, а для Грузии это, понятно, главные их подходы и тезисы – это территориальная целостность Грузии. Вот две темы, из-за которых все это, в общем-то, происходит. Мне интересно было бы от вас услышать вот наши подходы. Каковы они сегодня? Подходы к разрешению конфликта, если такая терминология сегодня правильная, да? Подходы Грузии и подходы Абхазии. Подходы, они претерпели какую-то эволюцию за 90-е годы. Ну, конечно, коротко мы все это детально не можем обсудить. И вот сейчас есть ли нечто новое в подходах? Или все стоят на том, на чем стояли? Ну, ситуация после 2008 года сильно изменилась, кардинально. Если у нас другие были угрозы, другие приоритеты, это внешняя угроза стороны Грузии, то сейчас у нас перед обществом другие проблемы стоят. И после тех договоров, которые у нас подписаны с Российской Федерацией, то, что делает нас союзниками, а не партнерами, это по вопросам взаимной помощи в случае агрессии, войны и так далее. Вот в связи с этим угроза со стороны Грузии, она отошла на задний план. Вот. И, вообще надо сказать, что никакое маленькое государство, давайте не будем заблуждаться, оно не может без надежных союзников выжить. Поэтому, с нашей точки зрения, главное сделано нашей внешней политикой за эти годы. Мы определились четко и надежно с нашим союзником. И это снимает многие вопросы и угрозы. Что касается вопроса вообще международного признания, то я считаю, знаете, для нас, для маленькой Абхазии, признание независимости нашей Российской Федерации дает огромные возможности. Это, во-первых, вопросы безопасности, как мы уже сказали, это вопросы экономического развития, потому что нам предоставлен огромный российский рынок. Для экономического развития, конечно, нужно население достаточное, которого у нас нет по определению, но у нас открыты возможности поставлять свою продукцию на российский рынок, дай нам Бог нормальную продукцию производить. Многое от нас зависит. Вот. А что касается признания других стран, это теперь вопрос престижа, я так считаю. Да, вот последнее признание Сирии очень важно, конечно, для нас, потому что исторически оно важно для нас. Учитывая, что там антиохийская епархия тоже придает это значение всему делу. А так, конечно, внешняя политика наше Министерство иностранных дел должно постепенно работать над этим вопросом, чтобы было больше стран, признающих нас. Тоже надо учитывать и наши возможности, можем ли мы везде содержать послов наших, посольства, все это прочее. Так что поэтому, как я сказал, это вопрос уже престижа. Наши основные вопросы, какие основные вопросы государства? Безопасность и экономическое развитие. Но эти два вопроса мы решаем в союзе с Россией. Ну, Сергей Миронович, если вы так считаете, скажите, пожалуйста, почему в нашей внешней политике, насколько я понимаю, больше артикулируется вопрос о заключении соглашения о неприменении силы с Грузией, скажем, о непризнании Абхазии со стороны той же Грузии? Да, кстати говоря, я бы этот вопрос артикулируется? Знаете как? Я уже говорил о том, что когда этот вопрос поставили в повестку дня, совершенно не учитывали о том, что у нас уже подписан с Грузией договор
о неприменении силы и подписан 2 президентами. Я сомневаюсь, что сегодня можно повторить такой же документ на уровне 2 президентов. Подписали Арзенба и Шеварнадзе, документ, в котором меморандум, в котором стороны отказываются от применения силы и угрозы применения силы. Это в 1997 году еще было. Но вот поставили в Женеве этот вопрос, и вот вокруг этого вот идет, ну, я понимаю, может быть, обновить его с какой-то целью мы хотим. Ну, какие-то вопросы надо в Женеве решать. Понимаете, мы долгие годы, наша внешняя политика заключалась в том, чтобы вести переговоры ради переговоров. Есть такая уловка тоже в дипломатии, потому что нам нужно было время, выиграть время после войны, укрепить свои позиции, возможности экономические. Чем больше времени уходит, тем сглаживаются многие вопросы, острота их пропадает. И мы успешно вели эти переговоры до 2008 года фактически. Сейчас в Женеве происходит нечто подобное. Просто мы боимся потерять единственную нашу площадку на международной арене, где мы можем разговаривать с другими странами. Ну, получается, что нам эта площадка все равно нужна. То есть вообще не конкретно согласен. даже женевских говорю. дискуссий, вообще площадка международная. Ну, чем она больше нужна. каналов для международных связей, тем лучше, конечно. Но, к сожалению, у нас вот это сегодня одна такого уровня площадка, где представлены самые великие дипломатии, которые сегодня есть в мире. Вот. Поэтому терять ее нельзя, я так считаю. Я, честно говоря, никому не оппонирую, пока я не совсем понимаю позиции других моих спикеров тоже. Дело в том, что и приглашала я сегодня участников нашего обсуждения, абсолютно не учитывая, у кого какие подходы и так далее, потому что мы давно, кстати, не обсуждали внешнюю политику, и мы уже начали и ностальгировать, и не просто ностальгировать, мы понимаем, что эта тема должна звучать не только на страницах там, интернета, а обязательно на канале государственного телевидения. Какие-то вещи все-таки мы, наверное, воспринимаем по-разному. Да. И вот судя по тому, что сказал Сергей Миронович, признание России и Абхазии – это но не максимум, не программа максимум для нас, но почти программа максимум. Почти программа максимум. Вы согласны с этим? Ну, вы знаете как, не согласна, хотя очень часто соглашаюсь с Сергеем Мироновичем, но с этим тезисом не согласна, потому что я считаю, все-таки программа «Максимум» – это создать такие условия для Абхазии, чтобы война вообще была невозможна со стороны Грузии. Говорить о том, что вот, да, Россия, безусловно, это огромное достижение, повторюсь, то, что наша безопасность обеспечивается сегодня таким, на самом деле, глобальным игроком, обеспечивается, но можем ли мы сказать, что мы абсолютно гарантированы от провокации Грузии, которая сегодня постоянно говорит о том, что главная ее цель – деоккупация, которая милитаризуется, которая открыто говорит, что она рассчитывает на поддержку НАТО. Тоже глобальный игрок, очень сильный в военно-стратегическом плане. Недавно даже один из лидеров политических Грузии заявил такую вещь, что они хотят не просто расположить базы в Грузии, они хотят, чтобы эти базы были с ядерным оружием. Вы понимаете, какая элита сегодня вообще сформирована в Грузии. К сожалению, перспективной такой элиты, которая ориентирована на конструктивный такой мирный подход, мы не видим. И поэтому я вот считаю, что все-таки почему для нас важно и международное признание. Безусловно, это вопрос престижа, согласно с Сергеем Мироновичем. И причем престижа не только Абхазии, но, может быть, даже в еще большей степени престижа России. Потому что если Запад, и особенно США, добились более 100 признаний для Косово, а у нас всего несколько признаний, понимаете, все равно есть такой соревновательный компонент в том, чей геополитический протекторат эффективнее, допустим, для малого государства. Поэтому для России очень важно, как выглядит Абхазия. Чем больше признания она получит, тем лучше для репутации России. Чем более экономически состоятельнее будет выглядеть Абхазия, успешнее,
тем лучше для репутации России. А для Поэтому, нас? А для нас? теперь давайте вот вернемся к нам, к нашей позиции абхазской. Я считаю, конечно, вопрос безопасности для каждого государства, он первичный. И здесь мы видим явные угрозы со стороны такого, в общем-то, неадекватного и плюс к тому еще и коварного соседа. Вся наша история, вообще, если мы посмотрим на нашу историю, мы видим, какую роковую роль вообще играл грузинский фактор. Ира, вот вы историк, прекрасно знаете, какую роль сыграла, допустим, вот даже перед Кавказской войной, вот этот грузинские интриги с этим мигрельским зятем Сефербеем, хотя мы знаем, и Килишбей, и Асланбей все ориентировались на Россию, но как вот эта вот грузинская интрига повела ситуацию совершенно в таком другом конфронтационном ключе. Мы знаем вот распад Российской империи. Давайте вспомним, как разыгрывалась вообще грузинская вот эта вот интрига вместе с нашим Абхазским народным советом, и как наивный совет обращается к Грузии как к доброму соседу, а она осуществляет оккупацию, вводит войска. То есть то же самое конец 90-х годов, то же самое весь советский период. Просто, в общем-то, прекрасно мы знаем вообще психотип грузинской политической элиты. Поэтому тут расслабляться мы не можем. И противопоставить ей мы можем, во-первых, свою собственную активность, политическую аргументацию на международном уровне, преодоление изоляции, для которой нужны очень серьезные аргументы, потому что Грузия, почему она нас никуда не пускает? Потому что Значит, вы держит в признаете, изоляции. что есть серьезная изоляция международная для Абхазии? Естественно. Вот, кстати, даже вот сейчас вот очень многие пишут о наших перспективах, говорят очень интересные перспективы. Вот Надежда Венедиктовна написала интересную статью, она говорит о том, какое значение имел бы, допустим, порт Скурча, да, для транзитных и вообще логистических возможностей Абхазии. Но это же все экономика. В первую очередь. Плюс геополитика, когда ты подключаешься в транзитные процессы в регионе. Но что мешает? Мешает, как всегда, позиция Грузии, которая препятствует любому, не то что крупному проекту, вообще маломальскому проекту. Вон спортсмена не пустила сюда, можно сказать. Вот. И поэтому для нас получается, что ключевым фактором для того, чтобы выйти на международную арену, а нам нужна международная арена тоже как дополнительные гарантии, международные такие гарантии безопасности, помимо ключевых, основополагающих российских гарантий. Потому что если опять будет какая-то военная провокация со стороны Грузии, понимаете, война будет на территории Абхазии. У нас малочисленный народ. Что будет с нашим народом? Мы опять будем терять огромное количество вообще демографической массы народа. Наша задача не допустить вообще в принципе возможность такой войны, а это значит, мы должны нейтрализовать политику Грузии. И, кстати, вот давайте вот даже если мы сравним с положением малых государств в Европе, ну вообще кому-нибудь сегодня придет в голову напасть на Сан-Марино? Или на Лихтенштейн, допустим, да, но никому не придет в голову. Вот. Даже на те государства, которые не являются членами Европейского Союза и членами НАТО. То есть там уже такая международная ситуация, что это нонсенс. То есть международное сообщество при гарантиях России вы все-таки допускаете, что такое может сделать Грузия? Ну, вы знаете, мы должны рассчитывать на лучшее, но учитывать и худшее. Поэтому я считаю, что все-таки этого не должно случиться, но мы должны выходить на международную арену по целому ряду факторов. Во-первых, вопрос престижа, вопрос международного развития, вопрос экономического развития и вопрос состоятельности вообще Абхазии как независимого государства. Для чего боролись поколения вообще абхазской элиты, для чего столько людей погибло? Для того, наверное, чтобы мы состоялись как государство. И если дальше потом мы будем разговаривать, я бы хотела вот чуть-чуть детальнее поговорить о том, что мы должны сделать в отношении Грузии, чтобы нейтрализовать эту, безусловно, перманентную угрозу не только для Абхазии, для всего региона. Я себе взяла на заметку какую тему.
мы можем в следующий раз, кстати, обсудить тему вот, гарантии Российской Федерации, вообще Россия в Абхазии, все, что связано с нашими взаимоотношениями, сотрудничеством, взаимодействием и так далее. И при этом, вот как мы эти возможности используем и так далее. Просто я не хочу сейчас детализировать, потому что это может привести к определенной полемике, которая будет абсолютно непонятна, потому что Это есть какие-то... отдельно, да, Это отдельно, да. разговор. Потому что рынок рынком, а мы страдаем очень часто из-за отсутствия рынка даже для нашей сельскохозяйственной продукции, поэтому мы обсудим это отдельно. Астамур, пожалуйста. Не могу совсем согласиться, что здесь услышал. Прежде всего, не для просто там детская фантазия и так далее. Вот международное признание, что это такое, да, и так далее. Это, ну, скажем так, представление, что вот когда мы были на переговорах в Женеве, что когда-то там будет висеть абхазский флаг, когда-то будет предоставлено слово абхазской делегации на Генеральной Ассамблее ООН, когда будущее, я не знаю, это будет при нашей жизни или при будущих поколениях, но я абсолютно убежден, что любого руководителя Абхазии, когда наш народ увидит на вот такого рода мероприятии, мы станем еще сильнее. И вера в наше государство, в государственность, в то, что у нас все сложится и получится, она как бы будет развиваться. Более того, безусловно, вопросы безопасности, наверное, а на самом деле это номер один для любого государства. И сегодня они решаются благодаря вот нашим договоренностям, договорам, которые были подписаны ранее, там, обновлялись в будущем и так далее. Но, вы знаете, иной раз задумываешься, вот часто общаясь со своими друзьями, коллегами, ну вот что-то произошло, мы... Конечно, понимаем, что нашу безопасность обеспечивает Российская Федерация, но не кажется ли вам, что мы забыли вообще за то, что нам самим бы как-то надо думать об этом? Нельзя все перекладывать на кого-то вечно, надо заниматься тем, чтобы развивать собственные, значит, какие-то оборонное ведомство. Значит, а еще важнее, чтобы люди наши не потеряли веру в то, что мы все-таки построим абхазское государство. Пусть этот процесс будет длительный, но оно будет международно признанным государством. И, знаете, время разное бывает. Мы иногда смотрим, вот в России очень сложные процессы происходят в России. Мы, безусловно, благодарны как народу, так и нынешнему руководству Российской Федерации, которое с 2000 года по-другому стало смотреть на все проблемы, связанные с Абхазией и с конфликтом, с войной грузино-абхазской. Но вот те процессы, которые в России происходят, и те силы, которые хотят смуту в самой Российской Федерации, да, навести, вот они вызывают, безусловно, беспокойство. И мы не знаем, что будет через 5-10 лет. Конечно, мы желаем мира и добра, и развития нашему братскому народу. Но я считаю, что мы все-таки, пусть это прозвучит немножечко, может быть, смешно с какой-то стороны, учитывая наше количество, возможности экономические, демографические и так далее, но в любом случае мы должны рассчитывать именно в первую очередь на себя. Стараться, чтобы не забыли о том, что помимо того, что нас кто-то охраняет и нам помогает, есть мы, которые должны в первую очередь, не дай бог что-то произойдет, первыми должны быть абхазы на рубеже своих границ, которые будут охранять. Второе, ну что еще международное признание может нам, ну для чего это нам нужно, да? Мы говорим, что сегодня интернет-пространство, есть какие-то возможности, наша молодежь учится по-другому. Сегодня можно дистанционно получать образование, безусловно. Но я бы хотел сказать, что это и приток инвестиций, это приток капитала, это и, значит, возможности для молодежи получить еще лучшее образование, увидеть мир. И почему мы должны быть ограничены, или кто-то решил ограничить Абхазию и абхазское общество во всех этих прелестях, да, которые есть во всем мире. Потому я считаю, что, еще раз повторюсь, мы должны, рассчитывая на себя, безусловно, работать в направлении международного признания.
Еще скажу, я не просто так сказал о евразийстве, о союзнических каких-то отношениях. Это очень такая сложная тема, может быть, темой отдельной передачи. Ну, или мы не дорабатываем, или наши союзники в этом не дорабатывают. Но что-то не совсем понятное происходит, понимаете? Живя в одном пространстве политическом, социальном, экономическом, духовном, каком угодно, мы не можем найти точки соприкосновения для того, чтобы официально друг друга признать и развивать отношения. Это, конечно, вызывает немножко для меня, ну, скажем так, не опасность, а я недопонимаю вот в этом плане, почему мы не дорабатываем. Я ограничусь на «мы», но думаю, что эта тема должна звучать в российско-абхазских отношениях, что касается нашего, значит, постсоветского пространства и как добиться того, чтобы отношения выстраивались на государственном уровне у нас. Ну, вот в этих рассуждениях было очень много интересного, на самом деле, но в то же время мне кажется, что мы еще не ответили на вопрос вот, в подходах абхазской стороны и грузинской стороны. Ну, скажем, пусть даже не с самого начала, не с 90-х годов, не после войны, а вот после 8-го года. Какие изменения? Особенно хотелось бы услышать, есть ли изменения в отношениях Грузии с Абхазией, то есть в их концепции отношений, вернее, к разрешению конфликта. Вот что-то новое появилось или нет? Потому что я тоже вроде бы читаю и интересуюсь, но у меня такое ощущение, что даже сегодня, когда говорят о том, что нужна там новая концепция, например, об этом часто заявляет Паата Закаришвили, и в то же время такое ощущение, что они, ну как бы это перепев, вот как-то они одно и то же. То есть суть, аргументы могут быть разными, а суть остается той же. А что вы видите в подходах? Есть что-то новое? Или вот на чем стояли, на том и стоять, еще раз повторяю этот вопрос. Ирина, на ваш вопрос, что изменилось в позиции Грузии по отношению к Абхазии? Очень правильный вопрос. Спасибо. Суть не изменилась, безусловно. Грузия считает, что Абхазия – это грузинская территория, что Абхазия осуществила нелегитимную сецессию, то есть отделилась от материнского грузинского государства. Эту тему она уже настолько внедрила в сознание своей элиты и даже молодого поколения, что теперь вот даже по социальным сетям мы видим буквально как стихотворение заученное, молодые даже вот блогеры, молодые люди говорят о том, что вот абхазы, которые спустились, значит, откуда-то непонятно на их родную грузинскую территорию. И, в общем, это очень внедрено в сознание Грузии. Мы видим, что никакого оздоровления вообще идеологического в грузинской элите, не говоря уже в целом о населении, не произошло. То есть было вот 12 лет после признания Абхазии, после подписания соглашения Медведева-Саркози. Кстати, вот я дополню, Сергей Миронович, вы правильно говорили, что, в принципе, соглашение о неприменении силы, сам принцип был подписан и президентами Ардзенба и Шеварднадзе. Кроме того, в соглашении Медведева-Саркози тоже было всеми подписано участниками, плюс еще и международными посредниками. Поэтому, в принципе, соглашение о неприменении силы есть. Просто можем ли мы на него рассчитывать с точки зрения Грузии, когда мы прекрасно помним, как вечером Саакашвили заявлял о том, что никогда не применит силу, а ночью напал на Южную Осетию. То есть мы должны реально понимать, что является ключевым в нашей политике, а что является как бы хорошим таким дополнительным инструментом, но не главным. Хорошо, И не отвлекайтесь, подходы, позиции Грузии. Да. Итак, вот говоря о позициях Грузии, что я вижу нового? Значит, Грузия сейчас пытается, очень много у нас дискуссий по поводу того, и МИД, кстати, отвечал, мы знаем, был посыл со стороны президента, и Сергей Миронович об этом тоже говорил от имени Совета Безопасности, что, дескать, Абхазия вот желает начать диалог, желает, значит, как бы вот пойти по пути обсуждения, нахождения каких-то компромиссных вариантов и так далее. Вот. Но какая была ответная реакция?
Вот мне кажется, именно из-за этой ответной реакции президент и отказался от этих многоуровневых переговоров с Грузией. Абсолютно не было серьезной реакции. Более того, практически все политики и эксперты подчеркивали постоянно, что они готовы говорить с Абхазией как с общиной, с этнической общиной. То есть, вот с моей точки зрения, здесь это не просто так. Вот в лексиконе грузинском появился вот этот термин «этническая община». Что это значит? Во-первых, это означает десуверенизацию вообще Абхазии. Мы даже в советское время были государством, то есть имели суверенитет. Во всех конституциях советского времени Абхазия была государством. Вот. Так и прописано было. Но Грузия хочет абсолютно десуверенизировать статус Абхазии, даже в составе Грузии, до статуса просто этническая община. А по международному праву, вот по современным трендам, если вначале говорилось о том, что все нации и народы имеют право на самоопределение, то есть вот такой тезис был вот в уставе ООН, первых документах, то сейчас нет, другая тенденция. Не все народы имеют право на самоопределение. Допустим, национальные меньшинства, как правило, они не имеют права на самоопределение. И международное сообщество в целом, за редкими случаями, как Косово, негативно относится к сецессии. Поэтому здесь я вижу специальный подход для того, чтобы вот десуверенизировать статус Абхазии. Кроме того, Грузия постоянно говорит о деоккупации. С этим все понятно, я думаю, да? Закон об оккупированных территориях, который, значит, он дает, во-первых, основу для санкций в отношении Абхазии, очень жестких санкций, вот. А во-вторых, он дает правовую платформу для того, чтобы осуществить деоккупацию. Но мы же понимаем, что мирным путем деоккупация не осуществится. И третий момент. Вот грузинский закон об оккупированных территориях, он что означает? Он означает, что для Грузии вообще признание Абхазии и вообще вся военно-политическая победа Абхазии и военно-дипломатическая, потому что мы все агрессии, все войны против нас выиграли, еще плюс ко всему получили международное признание от нескольких государств. То есть они пытаются вот этим законом девальвировать и нашу военно-дипломатическую победу, во-первых, но самое главное сказать всему международному сообществу, ну и Абхазии тоже, что вы не думайте, что это окончательный результат. Это промежуточный результат. Это всего-навсего соглашение о прекращении огня. Российский МИД все время отвечает Грузии, что нет никакого соглашения о прекращении огня, что соглашение Медведева-Саркози – это окончательные принципы урегулирования. Если бы это было соглашение о прекращении огня, то там бы обязательно фигурировал бы вопрос статуса спорного. Там нет никакого вопроса статуса, а речь идет о совершенно другой планке переговоров. Региональная безопасность. И Абхазия рассматривается как игрок. Поэтому вот, возможности эфира ограничены. Я считаю, что вот наша задача сегодня для Грузии очень важно показать, что вопрос не решен окончательно, в отличие, например, от Косово, да, где ни одно признавшее Косово государство, это практически больше 100 государств. Правда, там есть, кстати, я вам хочу сказать, больше 10 отзывов признания. Вот. Над чем Грузия работает в отношении Абхазии. Вот. Ни одно государство, признавшее Косово, никогда не скажет неурегулированный конфликт. Все они признали, конфликт завершен. То, что Сербия с этим не соглашается, так Сербия вообще виноватая сторона в конфликте. И вот недавно президент Косово, вот новый президент, Османи ее фамилия, да, она повторила примерно то же самое, что, вот, извините, говорю тоже вот я и многие, что нельзя приравнивать позицию агрессора и позицию потерпевшей стороны, тем более в переговорах и тем более в диалоге. И поэтому со стороны Грузии очень важно показать, что конфликт не урегулирован, что он заморожен, что они договорятся с Абхазией. Это посыл Закаришвили, кстати. Не признавайте Абхазию, мы договоримся. И одновременно с этим нас не допускают на международные площадки, потому что у нас очень сильные аргументы.
Если будет возможность, я вот потом после остальных спикеров выскажу вот ключевую проблему нашей дипломатии. Хорошо, вернемся, наверное, к этому. Хорошо. Сергей Миронович, вот то, что говорит Лейла, можно понять двояко. По крайней мере, я так понимаю, что либо на самом деле грузинская позиция, она маргинализировалась, либо она, наоборот, стала более изощренной за счет каких-то новых аргументов или Знаете, подходов. я бывал в Тбилиси на переговорах, и всякий раз, когда там был, меня на телевидение приглашали, и был прямой эфир с вопросами. Я им сказал, я неоднократно им говорил, вы определитесь, что вы хотите. Вы хотите территорию вернуть или доверие установить между нашими народами? Если вы хотите вернуть территорию, вы уже это пробовали не один раз, и чем все это закончилось, известно, и дальше тоже так же будет, я говорю. А если вы хотите установить доверие между нашими народами, чтобы у нас какие-то отношения в дальнейшем были нормальные, добрососедские, тогда надо разговаривать и делать действия соответствующие. Мы этих действий не видим, к сожалению. Я сейчас не хочу говорить о том, что да, кто-то едет лечиться, там это частности такие бывают. Но если говорить о перспективах наших взаимоотношениях, пока стоит вопрос о том, что Абхазия оккупированная территория, мы не сдвинемся с места в этом вопросе. Вот. И я еще раз хочу подчеркнуть, вот мы здесь сегодня говорили, все говорили все правильные вещи. Но это то, как мы видим этот мир, как мы хотим. Но действие в этом мире происходит вне зависимости от наших желаний, к сожалению. И все будет зависеть не от того, что мы хотим, и от того, как мы видим. Вот мы говорим, вот это справедливо, вот в международной повестке есть признание независимости стран и так далее. Все происходит в этой борьбе главных игроков. Как она будет продолжаться, как она завершится, от этого будет зависеть наша судьба, я вас уверяю. Вообще наша география – это наша судьба. И, да, если бы мы жили бы в таком месте, как я одним американцам, вот они здесь приезжали из Госдепартамента, восхищались нашей природой, и я им говорю, да, говорю, это наше богатство. А он мне говорит, Мэтью Брайза, нет, это ваша проблема. Если бы мы жили бы не здесь, не в этом месте, у нас бы этих проблем бы и не было бы. Ну, да. Мы и никому не известны были бы, никому не нужны были. Мы живем вот в этом месте, где постоянная борьба, где мы своей борьбой доказываем, что мы достойны здесь жить и защищать эту землю и свою честь и достоинство. Тем не менее, слава Богу, что мы живем не на Чукотке, а живем в Абхазии. Ну, на Чукотке золото, может, есть там нефть или что-то еще, алмазы. Да, то, что геополитики говорят, на самом деле, что география – это судьба, это верно. И Ираклий, вот, по поводу вот, грузинской позиции, она эволюционировала, поменялась, не поменялась, если поменялась, вот как-то обобщенно, если можно. Я, безусловно, выскажусь и по поводу грузинской современной позиции в отношении Абхазии. Хотел бы вот на прошлый вопрос, прозвучавший, тоже вкратце ответить по поводу необходимости дальнейшего признания. Есть ли необходимость, нет необходимости. Ну, хочу сказать, что мы как министерство прилагаем максимальные усилия, всевозможные от нас зависящие, для того, чтобы, естественно, продвигать наши интересы на международной арене и способствуем тому, чтобы признание происходило дальше. Но вынужден отметить, что, к сожалению, наши ресурсы политико-дипломатические очень серьезно ограничены, и мы чувствуем на себе то огромное давление, которое оказывается не только со стороны Грузии, но прежде всего со стороны ее западных партнеров, да, речь о Соединенных Штатах в первую очередь. То есть как только мы пытаемся заручиться поддержкой в том или ином регионе, на те или иные страны оказывается беспрецедентное давление, звучат прямые угрозы, шантаж, можно так это охарактеризовать. Поэтому мы в этом смысле находимся в очень непростых условиях. Вы знаете, признание, я думаю, конечно же, эту работу надо продолжать. Это помимо престижа, это так называемая демонстрация флага в мире, да, участие. Это есть престиж. Ну да, в том числе, да. Участие в различных в работе международных структур. Но помимо всего, я думаю, что дальнейший процесс признания будет способствовать и налаживанию торгово-экономического сотрудничества с другими странами, с другими регионами. Но если вы меня спросите не как чиновника, а как рядового гражданина нашей страны, то мое мнение
То есть вот какая конечная цель? Да? Мне кажется, что цель не само признание как таковое. То есть мы добились со стороны России признания, это нас оградило от угрозы новой войны, обеспечило нам развитие. Но конечная цель, мне как кажется, это сохранение этноса и развитие нашего государства. Вопрос в том, в каких рамках, в каких условиях это будет происходить. На сегодняшний день мы выбрали путь построения независимого государства. Когда-то мы находились в составе Советского Союза. Да? Ну, Советский Союз развалился, соответственно, нам пришлось искать какие-то новые пути. Сегодня мы являемся независимым государством, и мы видим, наша общественность, наша политическая элита выбрала этот путь, и мы считаем, что именно будучи независимым, полноценным государством, мы можем сохраниться как этнос и развиваться в дальнейшем. Вот, мне кажется, это основной посыл. Что касается современной политики Грузии по отношению к Абхазии, то, естественно, я хочу сказать, что с 2008 года, после известных событий, в целом, политика Грузии не изменилась в том смысле, что они как продолжали претендовать на нашу территорию, так и претендуют, да, как не признавали нашу независимость, так и продолжают это делать. Но изменились очень существенно, изменились подходы грузинской стороны. Вот вы знаете, мы уже говорили о том, что у нас существует на сегодняшний день единственный международный формат, это вот Женевские дискуссии, который был сформирован после 2008 года. Но хочу сказать, что в этом формате есть как плюсы, так и минусы. И главным минусом является то, что этот новый формат фактически, вот Сергей Миронович, наверное, согласится, перечеркнул ту работу и те достижения, которые у нас велись в прошлом переговорном формате, который шел с 1993 года, сразу после окончания войны. Если сравнивать эти два формата, то этот нынешний формат, его основная проблема заключается в том, что там нет четкого определения, кто является сторонами конфликта. И весь камень преткновения заключается именно в этом. Прошлый формат четко определял, были московские соглашения, была грузинская, абхазская стороны. Определены при посредничестве Организации Объединенных Наций, под эгидой ООН проходил процесс, при посредничестве так называемой группы друзей генерального секретаря, куда входили Россия, США, Франция, Великобритания, Германия. Сегодня, к сожалению, вот в новом этом формате мы утратили статус этой стороны конфликта. И поэтому Грузия, пользуясь этими обстоятельствами, внедряет в массовое сознание международного сообщества тезис об оккупированных территориях. Фактически Грузия на сегодняшний день не признает факта войны, агрессии в 1992-1993 году. То есть эти все исторические факты, они нивелируются, можно сказать. Мы реагируем, у нас единственная возможность реагировать на это вот на Женевской площадке. На всех других, на Генассамблее ООН, в ОБСЕ, в Совете Европы, мы не представлены. А Грузия принимает, можно сказать, односторонние, вернее, с подачи Грузии принимаются односторонние, абсолютно ангажированные. И мы считаем, что с правовой точки зрения абсолютно бесценные документы, то есть не имеющие цены никакой. Поэтому наверное, если сравнивать, то современная грузинская политика изменилась именно в этих подходах. Должен быть постоянно действующий формат, может быть на площадке Совета Безопасности, может быть на площадке МИДа. В парламенте, Астамур помнит, мы все планировали сделать слушание, я хотела полностью представить концепцию, доклад аналитический, который у них есть, но всегда какие-то более срочные дела. Хотя я считаю, что это самое важное дело. У президента есть, кстати, наш большой доклад. Но опять же, вы знаете, у президента сложная позиция. Он находится внутри разных центров влияния. Вы знаете, я когда спросила одного из представителей оппозиции, Арова, в частности, когда они сейчас взяли на вооружение концепцию системного геноцида, и даже сейчас они сказали о том, что хотят, чтобы был принят закон о поражении Грузии, о котором уже юбилей скоро будем справлять, как давно мы это предлагаем. Сергей Миронович, помните, на вашем круглом столе даже рисковато как-то, наверное, с моей стороны это прозвучало, Амцахара сидели, когда я им сказала, что это нонсенс, когда ветераны не хотят,
легитимизировать итоги своей военной, а у нас еще и дипломатическая победа, и принять вот такой подводящий итог вот такому большому периоду с 92 до 2008 года периоду, подвести итог именно в виде поражения Грузии и ее А ответственности что, за ветераны совершенные- мешали этому? Ветераны мешали Нет, этому? ну очень много было, во всяком случае, с моей стороны, очень много было предложений, и написанных, и расписанных в эфире АГТРК сказанных. Реакции не было. И вот когда я спросила, почему вы это не делали при вашей власти, вот, ну, когда был как бы ваш президент, на что мне этот человек... Точно, их президент. Да, ну, как бы все-таки была правящая власть и так далее, правящие это были партии, влияющие на президента. И этот человек мне прямо сказал, сейчас, наверное, неудобно его имя называть, Не может, он надо. сам скажет. Он мне прямо сказал, я всегда был сторонник этих подходов, говорит, но в тот момент на президента влияли другие люди. Понимаете? Поэтому вот, когда есть такая экспертная площадка, где мы можем обменяться своими контраргументами, может быть, даже иногда и подискутировать, все, тогда есть больше шансов, что мы вовремя примем, не через 10 лет, когда ситуация уже изменилась, время упущено, усложнились какие-то моменты, а вовремя. И вот, продолжая тему Ираклия, хочу сказать, вы знаете, вот мне кажется, все вот эти дискуссии, которые сегодня идут, и разные подходы иногда приобретают даже какой-то, знаете, неправильный такой эмоциональный, может быть, оттенок, который мешает нам двигаться вперед. В смысле, Вот. внутриполитические Да. интриги, они влияют на внешнюю политику нашу тоже. Я даже не знаю по Не так? поводу интриг, я просто считаю, что вот, Ну. вот эта вот конфронтация внутриполитическая, она не должна быть по вопросам государственной значимости, Да, но я их стратегической. назвала Везде интригами, так. ну, понятно, Да, так, противостоянием. но, ну, да. понимаете, Мы мы не в таком исключаем. уязвимом В положении, Америке не что так. у нас должна быть идеологическая правовая доктрина очень четко. И вот я хочу сейчас сказать, ну, я считаю очень важный вот момент, чтобы объяснить вообще, почему у нас происходит вот эти вот, вот это вот непонимание и такая жесткая дискуссия между сторонниками. Мне кажется, проблема в том, что мы не определили для себя внутри Абхазии, от чего мы вообще отталкиваемся, когда формируем свою практическую дипломатию, свою политику, в первую очередь в отношении Грузии. Потому что сегодня препятствие для нас, самое главное, это Грузия. Вот. И в том числе препятствие для международного признания. Это Грузия. Вот. И с моей точки зрения, понимаете, вот тезис о том, что надо обязательно вести переговоры, что у нас неурегулированный конфликт или там замороженный конфликт, что надо обязательно искать взаимный компромисс и так далее. Этот тезис, он характерен для, скажем, научных таких подходов, как конфликтологии. Даже там он уже оспаривается, потому что в конфликтологии есть подход не переговорного завершения конфликтов, как правило, силовым путем. Ну, вы хотите сказать, что никакой коммуникации Так. недопустимо с грузинской стороной? Нет, я Не сейчас так? объясняю. Да. Давайте я вот договорю, это очень важные тезисы, очень хочу их высказать. В общем-то, я ради этого и пришла. Давайте. Вот. И понимаете, вот на что вы ориентируетесь? Вы ориентируетесь на конфликтологию или гуманитарные какие-то подходы, что обязательно должен быть компромисс, обязательно должны быть диалог и переговоры. Или вы ориентируетесь на международное право? Вот с моей точки Ну, зрения, Лейла, если диалог мы и переговоры, и компромиссы не одно и то же, Так, согласитесь. Ира, ну вот я объясняю Да, же. да, не одно Давайте и я то же. договорю. Хорошо. Сейчас станет все понятно, Посмотрим, когда я договорю. Значит, в международном праве есть абсолютно разные рекомендации для разных ситуаций. Есть, например, ситуация международного спора. Есть ситуация спорной ситуации, причем спорные ситуации, которые могут угрожать конфликтам, а есть спорные ситуации более мягкого характера. Вот в отношении споров рекомендуется и диалог, и переговоры, и все вот эти вот переговорные технологии, и компромисс, да. Но если
А С наша точки ситуация? зрения международного права вы квалифицируете свою ситуацию как международное правонарушение, а там тоже бывает два типа правонарушений. Есть международное правонарушение, оно называется деликт, которое не является международным преступлением, и там другая форма ответственности. А есть международное правонарушение, которое называется международным преступлением, причем тяжким международным Ну, преступлением. деликт есть не только в международном праве, в уголовном праве тоже есть. Да, мы Деликт, говорим же да. о международных Да, отношениях, да. поэтому об этом я и говорю сейчас. Вот, значит, смотрите, если мы считаем, что Грузия против нас совершила международные преступления, а вся наша доктрина построена на том, с национально-освободительного движения, мы видим письма абхазские, почитаем, в письме последнем 1988 года четко сказано, что то, что совершила Грузия в отношении абхазского народа, это геноцид, так и названо. Дальше. Постановление Верховного Совета 90-го года о правовых гарантиях четко обозначено как культурный геноцид. 92 год. В окруженной Гудауте, значит, сидит наш парламент, вот, и принимает постановление о геноциде, об агрессии. 97 год. Уже после встречи с Шеварднадзе, когда стало ясно, что абсолютно ни на что Грузия не пойдет, вот, уже был взят курс на вот такую дипломатию силовую, жесткую. Уже тогда, еще Россия не поменяла даже, были приняты тоже два постановления, которые фактически позволяют сказать, что весь советский период, начиная с 18 года до 92 года, Грузия совершила против Абхазии геноцид. Это тяжелейшее международное преступление. И вот как мы оцениваем сегодняшнюю ситуацию? Вот то, что делает Грузия в отношении Абхазии. Вот почему, собственно, вот была разработана мною вот эта концепция системного геноцида. Ведь у нас фактически вот эти вот этапы международных преступлений у нас завершаются 92-м годом. Мы приняли постановление. А что сегодня? Какую мы правовую, международно-правовую оценку даем сегодняшней ситуации? Ваше предложение. Мы знаем, что у вас есть большой материал, что он находится в парламенте. У меня не только этот материал есть. Но я имею в виду по Да, геноциду. По геноциду, да. Почему? В чем была причина вот, составления, именно формулирования такой концепции? Именно в том, что мы сегодня должны определить, какие преступления совершались и продолжают совершаться в отношении Абхазии. И вот среди этих преступлений продолжение фактически системного геноцида советского периода, потому что для нас вот та изоляция тотальная, это фактически создание таких условий, предумышленное создание таких условий, когда не может народ развиваться, он просто деградирует, и, пожалуйста, показатели депопуляции, которые в отношении, в первую очередь, абхазского этноса. И когда речь идет о геноциде, то речь всегда идет об определенной этнической группе. Вот, например, когда мы говорим об агрессии, мы говорим обо всем населении Абхазии, о войне, что пострадало все население. Но понятие геноцида, оно подразумевает конкретную этническую, расовую там группу. В нашем случае геноцид совершался целенаправленно, с умыслом, и есть все доказательства для этого. Лила, вот, чтобы уничтожить что вы предлагаете? Мы тут все почти историки сидим. Но в принципе, я же говорю это да, для мы это знаем, зрителей тоже, да. которые не все, может быть, понимают. И, кстати, она Цель тоже была... большая тема. Что вы предлагаете? Вот более ваше, того, да. я хочу сказать, что Грузия совершает по современному международному праву не только геноцид, тяжкое международное преступление, а препятствование праву на самоопределение – это тоже тяжкое международное преступление. Так определено в международном праве. Что должны делать мы вот, в таком теперь, случае? значит, мы подходим к тому, если мы даем вот этот перечень преступлений, там 6 или 7 тяжких преступлений, за одно тяжкое преступление полагается ответственность, значит, международное право предполагает, что в отношении преступника международного
не применяются технологии диалога, переговоров и так далее. Понятно, что в 90-е годы мы не могли на это ориентироваться. Не было у нас ни союзников, никого, поэтому мы и иски никуда не отправляли. Никто бы их не признал. Но Ну, а сегодня, когда у нас сейчас? есть союзник стратегический, когда президент России говорит «странно», он употребил это слово, странно, что не поднимается тема геноцида абхазского народа, но и осетинского он имел в виду, он нам говорит, что он поддерживает эту тему. Поэтому я считаю, что для того, чтобы международное сообщество отменило в первую очередь санкции и признало вообще право на самоопределение, потому что мы знаем, вот когда я сказала, почему Грузии важно показать, что мы национальное меньшинство какое-то там, не суверенный такой народ. Потому что для национальных меньшинств право на самоопределение подразумевает внутреннее самоопределение внутри Грузии, понимаете? А вот если речь идет о государствообразующем народе, у которого есть 1200-летняя история государственности, что соответствует акту независимости, у нас есть огромный перечень вообще аргументов, которые мы должны по всему миру рассылать, чтобы сломать вот эту информационную пропаганду Грузии, которая нас называет преступниками. Хорошо, Лейла, механизм кто и как это должен сделать? Если можно коротко, потому что у нас еще мало я времени поняла. уже остается. Значит, в первую очередь, Грузия должна понимать, и это должно озвучиваться нашим МИДом, что мы действуем в соответствии с принципом взаимности. Вот как к нам относится Грузия, так и будет ответная реакция. Совершаете международные преступления, значит, по международному праву нельзя оставлять безнаказанным международные преступления. Значит, мы Всё. должны информировать Спасибо. международное Вы согласны? сообщество. У меня есть что возразить. В целом ваша концепция понятна, но у нас проблема заключается в том, что опять-таки у нас нет ресурсов, через какие институты доводить свою позицию. А вот вы ссылаетесь на нашего стратегического союзника. Я хочу сказать, напомнить, что Южная Осетия обратилась в 2018, по-моему, году. Парламент Южной Осетии сделал вот подобного рода обращение в Госдуму. Ну, там была сформирована комиссия соответствующая, но уже прошло сколько? 3 года, но, к сожалению, никакой реакции мы не видим. Поэтому есть, наверное, вопросы, которые в том числе и для нашего союзника могут быть, ну, скажем так, неудобными. Мы же не знаем позицию. Но вам слова Путина недостаточны, публично сказанные для всех, для всего мира и для нас. Ну, тут есть контраргумент обращения Южной Осетии, но реакции нет. Ну, а почему контраргумент? Вот, например, есть информация о том, что Российская комиссия Госдумы приезжала в парламент Южной Осетии, там идет сбор материала. Южная Осетия говорит о геноциде 2020 года. А мы говорим о системном геноциде всего вот столетия, и у нас очень много материала, потому что у нас есть признание даже самих грузинских лидеров. Я в этом контексте с вами абсолютно не спорю. Вопрос лишь в том, как доносить собственную позицию. А что, мы не можем написать обращение в Российскую Госдуму, написали. Всем странам, которые члены ООН, которые нас признали, мы не можем написать обращение в ООН, мы не можем обратиться абсолютно ко всем странам. В конце концов, мы можем снарядить туда, если дипломатов не пускают, мы можем снарядить в ту же Женеву делегации определенные, которые поедут с этой темой. К сожалению, это так не работает в международном Лейла, хорошо, Вы давайте. знаете, проблема только Лейла, финансирования. теперь давайте, пусть Если они у ответят вас вам, есть, подождите. если на самом деле есть такой материал богатый, то да, надо вынести его на общественность. Я просто вам коротко скажу. Зачем далеко идти? В уставе Организации Объединенных Наций написано право нации на самоопределение. И что дальше? Кто-нибудь признал наши? Это все бумаги. Еще раз повторяю, есть реальность, и мы с этой реальностью, к сожалению, вот упираемся в нее лбом, как в стену. Астамура, вы что-то хотели добавить? Да, вот что касается материала по 18 году, я помню после войны, когда в парламенте были, Юрий Гудысович Аргун собрал очень хорошие материалы тогда. Вот тогда постановление принималось тогда парламентом. Эти надо найти, кстати говоря, где они находятся, вот парламент.
Это ну, хорошую работу провел. Мы, кстати, сегодня этот вопрос обсуждали, ведь и сотрудники парламента, которые не один десяток лет работают, напомнили нам о том, что было такого рода обращение через межпарламентскую, Да, было, слушай. где Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия, ассамблея, В каком году? сообщество за демократию. В каком и права году? народа. Ну, это какое-то до признания было еще, да. До признания. То есть мы Ключевой сейчас, момент. До признания. мы сейчас соберем все эти документы, обращения, которые были, и сегодня я коллегам, раздав ваш материал, предложил слушание организовать. Либо в Никому четверг, не либо во интересно вторник поднимать эти сделать. темы. Мы видим по Армении, потому что все великие державы, и не только великие, грешили этим геноцидом. Каждую можно обвинить. Каждую мировую державу можно в этом обвинить. Все свои болевые. Конечно. Тем не менее, вот в информационной войне эта тема играет огромное значение. Эту тему использует только Армения. И я им, кстати, говорил тоже, что ну хватит смотреть назад, вы из-за этого себя в тупик загнали. И вот результат. Сергей Миронович, а что вы предлагаете, как нейтрализовать политику Грузии? Вас обвиняют в геноциде, в этнических чистках. Меня много Вы в в чем противовес не должны представить свои Но аргументы? я сказал, если есть материалы такие, их Ну надо почему обнародовать, если? зачем их Конечно, спрятать? есть. Зачем Есть их прятать? Вот я признание напомнил, самих где грузин, есть. Да. Ну, признание я о другом Шеварднадзе. говорю. Я не говорю, что их надо спрятать. Я говорю о том, что сомневаюсь, что это что-то дает в практическом смысле. Вот в чем я Вы говорю. знаете, Сергей Миронович, в 90-е годы, вот я вам напомню, в 98-99 году было два разных подхода вообще к референдуму о независимости. Вот мы сегодня говорим об очень важных вещах, Ира, спасибо вот тебе, потому что все это говорится в кулуарах, но вот когда-то это надо озвучить. В 90-е годы. Значит, смотрите, кто-то считал, что не надо Только принимать коротко, акт о государственной независимости. Например, вот можно увидеть наши работы, мою работу, например, тоже можно увидеть статью, где мы показывали России, что она самоустраняется из региона. А с другой обоснование какой стороны- был, аргумент какой был у тех, кто говорил, что не надо принимать акт? Так, вот, как- например, была позиция, вот наша позиция, что общее государство потерпело полный провал, полный крах. А была позиция, например, известного политика тоже у нас, который говорил, что, вы знаете, он и в 98 году предложил концепцию общего государства, и в 99 году предложил нам концепцию вообще детально, шикарно расписанную, но она работала против нас. Общего государства со столицей даже в городе Тбилиси. Какая была аргументация? Вот мне сейчас наш разговор вот напоминает те времена. Аргументация была такая, что мы никогда не получим международное признание. Поэтому надо соглашаться на общее государство. А мы говорили о том, что у нас нет выбора. Мы должны добиваться независимости. Когда ты занимаешься практической деятельностью, да, во внешней политике, там ты встречаешь другие препятствия, и ты, наверное, мыслишь тоже немножко по-другому. А когда вот теория, она хорошая, понятна, очень хорошая база и так далее, все понимаешь, что вы очень серьезно работаете с аналитикой, но в одном согласна в первую очередь с тем, что вот я вообще думала, что фраза «никогда не говори никогда», что это вот как бы вот народное что-то такое, да, но оказывается в свое время. Вот, Иоанн Златоуст первый Джонсон, кстати говоря, Иоанн Златоуст тоже сказал. Никогда не Тогда говорите получается, неоправданных суждений. Кто плагиат, я не Однозначных знаю. суждений. Значит, Джонсон, один из президентов США, 36-й президент, он тоже самое говорил, так что извините, он плагиат, а теперь... Но мы ссылаемся, мы не скачали ниоткуда, мы ссылаемся. Но на самом деле ведь кто-то, да, не кто-то, а многие и среди высшей политической элиты считали, что это заоблачно, вот скажем, признание России, Абхазии там, и так далее. получили же. Ну да, поэтому никогда не будем говорить никогда, потому что надеемся на то, что и международное сообщество нас однажды признает, и мы Так к и этому будет. придем. Очень хотелось бы коротко, может быть, это мы сейчас наметим, то, над чем будем работать дальше, не обязательно в таком составе, я думаю, что спикеры будут меняться.
приоритеты все же. Вот на этом этапе с какими направлениями мы должны работать, учитывая то, что грузины, если они в 92 году к нам пришли с танками, с авиацией и так далее, сейчас они против нас используют новые способы. И главным способом, наверное, сейчас является вот санкционный инструментарий, который очень модный стал вообще для всего мира. По-моему, весь мир это сейчас использует, то против России, против Китая и так далее. Но Вот там Грузия всегда есть против обоснование. нас, да. И вот в новых условиях какие должны быть приоритеты в нашей внешней политике? Сергей Иванович? Приоритет у нас всегда должен быть один – развитие. Безопасность и развитие. Два вот этих, скорее всего, фактора. Вот. Ну, зависит все от нас. Все? От правильно выбранного вектора политического. Мне кажется, мы это сделали, надо следовать этому пути. И надо внутри развиваться. Для этого тоже нужно, конечно, и связи внешние. Но сегодня у нас есть, еще раз повторяю, наш союзник. Если мы правильно выстроим нашу внешнюю обстановку и ситуацию, то к нам пойдут и инвестиции, и поддержка экономического развития тоже будет. Я уверен, что у нас есть хорошие перспективы. Да, трудные времена мы переживаем, но весь мир переживает трудные времена. Они тысячи лет выстраивали свои государства, создали блестящую европейскую цивилизацию, но сегодня и она переживает кризисы. А мы только начали строить государство, 30 лет как его строим, и столкнулись и с международным блокадами, и противодействием великих держав. Несмотря на то, что против нашей воли к независимости и развитию на пути стоят действия великих держав, мы все-таки отстаиваем свои позиции. Я уверен, что мы все это преодолеем, потому что у нас есть хорошие перспективы. И мы, знаете, я когда-то еще раз повторю, много раз повторял, когда-то я своим друзьям говорил, которые меня спрашивают: ты что, правда веришь, что Абхазия может отделиться от Грузии? Я говорил: мы это не увидим, но внуки наши увидят. И сейчас хочется сказать, даже если мы не увидим, но внуки наши увидят развивающую Абхазию. Но вы правильно сказали, в мире так все быстро меняется, что, глядишь, и мы увидим. Ну да. Хорошо, пожалуйста, Ираклий. Я здесь хочу поддержать Сергея Мироновича. Я также считаю, что я уже об этом вкратце говорил, что наша все-таки основная задача, как мне кажется, сосредоточиться на внутреннем развитии, на успешности нашего государства изнутри. В социальном плане, в экономическом, во всех в торговой сфере. То есть это нам... Тут у меня такой наиболее яркий пример, который мне вспоминается, это Тайвань. Да, это тоже спорная территория, на которую, вы знаете, претендует Китай. Тайвань тоже не признан международным сообществом. Да, но при этом это очень развитая страна с высоким уровнем современных технологий, которая торгует практически со всем миром, и в том числе Соединенные Штаты обеспечивают безопасность этой страны, невзирая на то, что она не является членом ООН и членом других организаций, но тем не менее. Поэтому, она была до 1975 года членом ООН. Поэтому нам надо стремиться стать вот таким своеобразным Тайванем на Кавказе. Может быть, это слишком такие заоблачные мечты, но тем не менее. Когда мы станем успешными внутри, я думаю, и снаружи. А благодаря чему мы можем стать? Хотя я не считаю, что это хороший пример с Тайванем. Тайвань, Благодаря Израиль, чему мы можем стать? и Тайвань, и Израиль, Давайте многие пусть другие, закончит они свою мысль. стали такими благодаря тому, что Просто правильно я выстроили свои... направляю. Правильно выстроили свои... Да. Да, Благодаря со чему? стратегическим партнером. Но что касается внешней политики в этом контексте, внешняя политика может быть и дипломатия, может быть хорошим фоном для успешной реализации вот этих вот поставленных задач внутри нашего государства. И дальнейшее признание, естественно, будет способствовать этим процессам. Спасибо большое. И внутренняя политика, и социальный уровень нашей жизни, все это зависит от того, какое мы государство построим. Будет ли оно международно признанным, будут ли сюда технологии заходить, инвестиции заходить. Вы посмотрите, А может, наоборот, как раз таки, вот мы себя давайте построим, а потом и пойдут и инвестиции, А на какие международное средства? признание. Да, это вопрос Воля очень сложный. должна быть. И если вы Воля. говорите, что нам делать, Воля, мое единство. мнение, мы говорим сегодня долго как мы говорили войну о выиграли? союзничестве нашем с Российской Федерацией, безусловно, углублять, развивать эти отношения. Но в том числе, еще раз повторюсь, мы должны стараться
по крайней мере, готовиться к тому, что нам надо всегда быть начеку и рассчитывать на себя. Что у нас есть, какой у нас есть потенциал. У нас есть братские народы Северного Кавказа. Вы знаете, какую помощь они нам оказали во время войны и всегда готовы встать рядом с нами. У нас есть большой, огромный потенциал диаспоры, который, к сожалению, большому, как московской, так и зарубежной, не до конца используется. Почему так происходит? Ну, это вопрос очень сложный. Но нам надо найти ответ на этот вопрос и, безусловно, задействовать и нашу диаспору, которая по всему миру живет, для того, чтобы продвигать нашу страну и вести ее к международному признанию. Иначе ничего у нас не В получится. чем разность наших подходов? Вы, Нет, в я принципе, говорю, то же самое сказали. нет. Разница была в том, что вы говорите о том, что надо внутри вот созидать, что-то стараться делать, а это, мне кажется, копание такое. А на вот одном что месте. делает воля? Вот во время войны у нас равные силы были? Нет, Или у нас конечно. ресурсы какие-то особые были? У нас была воля и единство, Так я об этом и сказал, что которые после преодолевают 2008 все. года мы Вот в первую почему-то очередь это как-то... нужно Ну, иметь. в А мирных Израиль, условиях когда, человеческая это не для, психология не для немножко камеры. иначе работает. Израиль, когда создавали после Второй мировой войны, когда на лодках высаживались евреи на этот пустой берег, англичане, у которых под мандатом этой территории был, пулеметами стреляли в них, а они все равно высыпали туда. Там не было деревьев, чтобы бараки построить даже. Вот, Они Миронович, вы государство все, что построили. сказали, все мы Воля. делали до, вот правильно вы говорите, Воля. до каких-то годов. А потом мы Сергей Иванович, кому-то это что вы передали и говорите, это сидим... поддерживает А сейчас у нас мою нету, линию, ну, правильно. понимаете? А как яхтахымха? Согласен. Знаете Знаете почему? вопрос Потому что большой у нас в последнее тогда идея время. была. Согласен, которая нас Миронович. объединяла. А вот международное сейчас признание нет у может нас стать... идеи. Что мы должны сделать сейчас, вот конкретно, да, такой был вопрос. Я считаю, что мы должны прежде всего поставить цель. Наша цель на данном этапе все-таки добиваться представленности на различных площадках ООН. Это важная площадка, и на этой площадке можно найти тех, кто будет сочувствовать нашей идее. Я считаю, что вот этот аргумент, национально-освободительная борьба, которую вел абхазский народ, антиколониальная национально-освободительная война, с точки зрения признания считается это важнейший аргумент. То есть он как бы вот признается международным сообществом. Кроме того, у нас есть важнейшие аргументы в отношении Грузии, что Грузия совершила целый ряд международных преступлений, тяжелейших против Абхазии. Мы должны об этом обязательно информировать международное сообщество. Если даже не в личном качестве, то обязательно давать информационную такую волну. И в России мы должны давать эту информационную волну. А дальше. Более того, я считаю, что у нас есть возможность попасть на разные международные площадки и работать там. Причем я связывалась с российскими коллегами. Не хочу вот сейчас озвучивать в эфире, какие именно, потому что сами знаете, как работают наши противники. Мы можем попасть на международные площадки, и не одну, в рамках ООН, с тем, чтобы представлять вот поэтапно всю эту нашу информацию, наши обоснования. И там есть площадки, которые делают экспертные заключения, предоставляют их генеральному секретарю ООН. Если интересно, давайте в закрытом формате я вам расскажу подробно, что это за площадки. И, наконец, последнее. Обязательно международное сообщество должно знать, что в абхазском случае не было сецессии, то есть нелегитимного отделения от материнского государства. Потому что если дело дойдет до, допустим, голосования У меня в ООН... есть на эту тему, сколько раз я Да, но есть, но... вы знаете, есть идея, например, применить к Абхазии подход ремедиальной сецессии. Тут же самое главное не слово ремедиальное, то есть дискриминационное, а слово сецессия. Это абхазский подход. Вы знаете, наверное, кто автор этого подхода. Но считаю неверный подход в корне, потому что тут ключевое слово сецессия. Никогда Грузия не была материнским государством для Абхазии. То есть это должно быть ключевым нашим термином, тезисом. Дальше. Еще важнейший момент. Все-таки, учитывая весь комплекс вот тех аргументов, которые у нас есть, в том числе континуитет, то есть непрерывное существование Абхазии как международного субъекта, что в нашем акте о государственной независимости отражено, то, значит,
Это означает, что даже в периоды оккупации, аннексии, ограничений суверенитета мы сохраняли свой суверенитет. И, наконец, вот те законы, о которых много лет говорим, обязательно необходимо принять не только для того, чтобы был информационный посыл в мир, для нас самих, потому что я вижу, какой идеологический разброд. Первое, значит, закон о поражении Грузии и ее международных преступлениях в период с 1992 до 2008 года. То есть это весь период всех этих перманентных агрессий. Не одна агрессия была. Второй закон – это закон об уголовной ответственности за отрицание системного геноцида абхазского народа со стороны Грузии. Такие законы об уголовной ответственности, например, геноцида евреев, вообще вся Европа принимает. Например, о геноциде уголовная ответственность. Это не только признание, потому что Россия тоже признает геноцид армян, например. Вот, хотя мы знаем, насколько это Турции неприятно. Вот. Но есть законы об уголовной ответственности за отрицание геноцида армян, например, в Швейцарии. Государство, которое дорожит нейтралитетом. В Италии, в Словакии и во многих других странах. День государственности Абхазии. Тоже закон, который мы вот... вернее, это учреждение памятной такой даты, праздника. День государственности Абхазии в подтверждение принципа континуитета. То есть непрерывности нашей исторической государственности 1200 лет обозначено в акте. Дальше. День памяти жертв геноцида. У нас здесь всегда вот как-то отмечается День памяти жертв армянского геноцида. Сергей Миронович, вот вы знаете, 24 апреля. День памяти жертв Холокоста тоже в мире отмечают 27 января. Работать надо и продвигать вот эту сильную аргументацию. То есть не с позиции все-таки сотрудничества с агрессором, который не изменит свою позицию, а с позиции принуждение агрессора и к миру, и в дальнейшем признанию ответственности и признанию независимости Абхазии. Эти задачи адресованы прежде всего кому? Прежде всего всем присутствующим. Могу сказать, что в процессе нашей работы я для себя взяла на заметку несколько тем, которые можем обсудить в ближайшее время, в том числе вот Российской Федерации Абхазия, попробовать детализировать, где наши возможности реализовываются, где не реализовываются, что мы могли бы сделать и чего мы не делаем по каким-то причинам, попробовать разобраться в этой теме. Следующая тема – это женевские дискуссии, о которых, как бы мы говорим, все время эта тема на слуху, а на самом деле для чего они нужны, плюсы, минусы, в чем они заключаются, эти плюсы, минусы и так далее, необходимость такой площадки или наоборот, или может переформат. Ну, в общем, эту тему тоже мы можем обсудить. И, конечно, третья тема, немаловажная, это информационная безопасность, о которой вот в последнее время говорят все и вообще многие и блогеры, и не блогеры, пользователи соцсети, они все вот озабочены. Такая дезинформация, такая грузинская кампания сильная очень пошла, значит, в интернете, и поэтому нам надо будет как-то отвечать, работать и так далее. Нужно, и поэтому, наверное, будем думать о том, какими ресурсами и силами мы все это обсудим для того, чтобы как-то продвигаться в этом направлении. Спасибо вам большое. Это была Аргама. До новых встреч.